Мультфильмы на уроке не просто развлечение, это часть педагогического процесса. После каждой реплики мультгероев учитель задает свой вопрос для развития речи и мышления на родном языке. Найти мультимедийный материал на национальную тематику не так-то и просто. В ход идут те считанные сайты из интернета с анимационным сопровождением. Потому педагоги так искренне ждут открытия нового детского канала на татарском языке, который для них станет современным методическим пособием. Bu әйбернең инде әзер рәвештә телевизордан бирелү Шаян ТВ кебек. Чөнки анда фольклор да бар, анда әйтәм фән дә бар. Бу инде бик зур ачыш, бу инде бик зур байлык, без моны көтеп алабыз. Действительно, в Татарстане грядет событие мирового масштаба. Впервые на пространстве телевидения и интернета появится детский канал на татарском языке. Стоит отметить, что детское телевидение в современной России в последние годы получило бурное развитие. Кабельные операторы сегодня предлагают свыше 27 каналов с детским контентом, половина из которых продукты зарубежного производства. Однако у второй по численности нации в России, у татар, до сих пор не было своего полноценного национального детского вещания. Я уже давно таких эмоций не чувствовал, я волнуюсь как ребенок, как маленький ребенок, который пришел со школы, его похвалили, он сейчас придет мама и скажет: мама, меня похвалили. Вот я вот так вот жду, пока канал запустят. Вот они, главные герои телевидения нового формата. Молодые ведущие, режиссеры, сценаристы. Многие из них еще в детстве прошли школу ТНВ, канал, который формирует национальные кадры. Главное условие работодателя – это владение татарским в совершенстве. Многим из них чуть больше 20. Но это именно тот случай, когда, как говорится, молодость делу не помеха. Современная молодежь знает, чего хотят их сверстники. Потому каждая программа была ориентирована на запросы времени, чтобы это было интересно, познавательно и полезно. Мне самой очень близко работать с подростками, потому что это такой очень интересный возраст, когда у ребенка как раз формируется личность, когда у ребенка очень много вопросов. Снимать детские спектакли, выдавать их в эфир для наших деток, для мальчиков, девочек. И, конечно же, проявить у них интерес и любовь к сказкам, к спектаклям. У нас будет сайт shayantv.ru, и это дает колоссальную возможность детям, живущим в регионах России, а также детям за границей, наблюдать за нами. Каждая вышедшая в эфир программа будет размещена на сайте Шаян ТВ. Все предельно просто. Не успел посмотреть выпуск? Зайди в интернет. Там же будет находиться весь видеоархив. Этот детский татарский канал, по мнению разработчиков, будет нести в себе не только развлекательную, но и воспитательную функцию. Есть такие сайты, журналы там Ялкын, Сабанту и так далее, но это больше информационно. А чтобы были и видео, и фотографии, и так далее, интересные какие-нибудь фишки и так далее, такого еще не было. То есть это самый первый татарский сайт для детей. Вот только так из-за кулис можно увидеть всю телевизионную кухню. Сейчас идет запись детской программы на татарском языке. Стоит отметить, что детское телевидение обладает особой спецификой. Ведущие, и даже такие маленькие, становятся сразу и воспитателями, и педагогами. И им нужно заинтересовать современных детей, что сделать весьма непросто. Но если все-таки это удастся, то вы получите самого преданного зрителя, так как доверие у детей намного выше, чем у взрослых. Детская программа словно маленький спектакль. Здесь все по законам жанра. Сценарий, костюмы, декорации. Шаян ТВ разрабатывали, ориентируясь на тренды мировых детских телеканалов. Удовольствие, так скажем, не из дешевых. Яркие броские краски, оригинальные постановки, современный монтаж. Все то, что вызывает белую зависть у коллег. Я очень сильно удивлен. Честно, я не ожидал такого уровня. Действительно, мне очень понравилась команда. Те ребята, вот настолько горящие глаза. Знаете, даже вот поработать с ними захотелось. Настолько все это со вкусом. Вот. Что бы вы могли бы пожелать? Конечно, в первую очередь высоких рейтингов и плюс очень таких качественных проектов. Генеральный продюсер казахского детского канала знает, как сложен этот путь к успеху. Канал «Балапан», что в переводе с казахского означает «птенец», был запущен 8 лет тому назад. Сегодня входит в десятку самых смотрибельных каналов страны. Все потому, что не имеет конкуренции на рынке телевизионных услуг. С каждым годом «Балапан» увеличивает проекты собственного производства. Сегодня их более 50. У Шаян ТВ на начальном этапе уже больше 20. И это, по мнению казахских коллег, отличный старт.
Дети смотрят только мультики на русском языке, я имею в виду наши татарские дети, татары. У них вот все равно татарский коряво звучит, а вот здесь они услышат правильный язык, правильное произношение, и я думаю, что будет польза. На Шаян ТВ покажут свыше 30 самых современных детских мультфильмов, переведенных на татарский язык. Поля Робокар, Кротик и Панда, Дуда и Дада – все о Розе, все то, что так любят смотреть и дети, и взрослые. Создатели канала надеются, что Шаян ТВ станет не просто каналом для детского просмотра, а каналом для всей семьи. Тем более, что и у взрослых всегда есть чему поучиться у детей, хотя бы научиться говорить по-татарски. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Аделия Тухбатова и Бауржан Кажаканов. 7 дней. Черное озеро. По будням в 21:00.